Ассаламу алейкум. Вітаю вас, друзья. عليكم السلام ورحمة الله. Мазалам, Муса. Ассаламу алейкум. В эфире Адун уже аят. Аллах Алейкум нейман. салам. В эфире Машаллах, Дарадихли. Машаллах. аят. Алисан. Здесь у меня звонки были, поэтому я чуть-чуть. Задержался. Где давай? Да, Таган, сегодняшний наш стрим, 53-й стрим на платформе открытого диалога, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия от 6 июля 2024 года. 19 часов 2 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 2 минуты по городу Джахару. Я снова приветствую Ахяда и Мусу, которые у нас в Телеграм. Я тоже приветствую всех, кто принимает участие в нашем стриме. Начнем тогда. Объявляй. Да, пожалуйста, вам. Ну, сегодняшние темы, Аят, это, в принципе, как обычно, это в общем будет обсуждение, как обычно мы делаем. Ну и хотелось бы сегодня, чтобы вы рассказали о внутричеченском положении здесь, в Европе, вообще в целом, ну и вообще политическую ситуацию в мире, как вы можете нам рассказать, рассказали бы, например, в том числе, конечно же, что касательно Украины. Добрый вечер всех, кто принимает участие в нашем стриме. Вот грузины мне писали, тоже хотели принять участие. Не знаю, они подсоединились или нет. Но в то же время... Нет пока, да? Ну, наверное, подсоединяться. Если говорить о той теме, которая у нас в стриме обычно бывает, то мы говорим о ситуации, которая сегодня наиболее важна для нас. Это выборы в Соединенных Штатах Америки. Как мы к этому относимся? Конечно, это связано с тем, что мы полагаем, что должно быть решение вопроса войны, которую развязала Россия. Украина в этом случае должна обязательно победить, и без нее нам, собственно говоря, дальше жить будет еще только тяжелее. И демократические страны в этом направлении сейчас пытаются определиться, вот как раз совпало с выборами. И здесь вот Трамп и Байден идет такой спор, как будто кто будет, кто не будет, вот такие вот вещи идут, кто снимет кандидатуру, кто не снимет. Я думаю, вы об этом все знаете. Байден заявил, что он не будет снимать кандидатуру, что не может быть и речи. Его заместитель, вице-президент, сказала, что мы били Трампа и побьем сейчас. Так что ситуация там. Ну, как оно для нас сейчас важно, мы должны понимать важность этого момента не только для всеобщего мира, скажем, мировой политики, но в то же время она очень касается и чеченской ситуации с тем, что происходит на территории нашего государства оккупированной, и сколько сегодня вот людей гибнут наших с обеих сторон, и здесь ситуация так напряжена, что Крым чуть ли не сделал центром нападения Чеченскую республику Ичкерия, где он собирает всех воинов с Дальнего Востока, с Ближнего, так скажем, где оттуда он, мол, засылает их, там он, марионетка там поднимает, призывает их, давайте победим и все. Но вопрос в том, что мы-то думаем, что было бы хорошо, чтобы вопрос решился в пользу справедливости. Справедливость – это
победа тех, на кого напали, чтобы они могли отбить атаку, чтобы враг был повержен, который не имеет права нападать, убивать людей. Сколько людей уже погибло? Ну, по крайней мере, я так думаю, что эта цифра сегодня, если брать по Украине, она уже превысила более 600-700 тысяч. Если считать, что русские, которые нападают, их около 500 000, то, естественно, и сопротивляющаяся Украина тоже несет большие потери живой силы, и поэтому они думают о том, чтобы снова мобилизацию сделать людей. Ну, этот вопрос такой. То есть льется кровь, и эти люди, которые сидят у власти, то ли это в России, то ли это в Китае или Иране, возьмите, чего они хотят, чего они добиваются. Ну, для того, чтобы понять, чего они добиваются, чего они хотят, ясно одно, это зависит от цивилизации, в которой они живут, от их ценностей, моральных, нравственных качеств, которые есть в тех или иных народах. Значит, те страны, которые я сказал, они в основном, это диктаторские режимы, которые веками жили в диктаторских условиях, другие как-то половина диктаторские, наполовину. Собственно, диктаторские режимы, они ополчились, и вот когда на Запад пытаются с демократическим условием демократические государства вливаться, создавать это государство, то получается, что вот то, что получается. То есть эти диктаторские режимы препятствуют становлению диктаторских режимов, демократических государств. В частности, вот наша республика. Мы создали свою страну в рамках международного права. И это была страна, и есть сегодня, которая оккупирована, это суверенное демократическое правовое государство чеченского народа. Вот на нее нападали 5 раз. Люди, может, не знают, 5 агрессий было против нашей страны. И только после 5-й агрессии, когда Москве удалось ополчить против нас весь мир, изобразив из нас бандитов, террористов, исламских фундаменталистов, какие только ярлыки не навешали. Сегодня украинцы понимают, и такие народы понимают, насколько это было, неправда, как они вешали на нас ярлыки, сколько нас убивали. У нас более 1 миллиона человек всего было тогда, в те года, и почти 250 тысяч лишним человек убили. И это была работа кого? Это работа Кремля. Сколько можно убивать людей за то, что кому-то хочется сидеть в власти и властвовать? Сколько это можно? Поэтому мы видим, что в самой России происходит у них что? У них нет свободы от политических преследований. То есть по политическим мотивам они могут любого взять, посадить, убить, расстрелять. Не пошел туда, не сделал это, все теперь расстреляем, убьем, близких накажем. Эта система бытия, она неприемлема на Западе. Здесь нет такого, чтобы по политическим мотивам людей сажали, убивали. Этого нету. Мы это видим с вами, кто здесь находится. При всех тех недостатках, которые навешивают эти диктаторские режимы, скажем, Западу, вот это самое главное. И при том второе, что эти страны, они выбирают себе власть сами, эти государства. Вот посмотрите сейчас в Англии. Были выборы. И вот они там поднялись, народ проголосовал, все, эта партия уходит в сторону, новые приходят сейчас, консерваторы ушли, приходят другие вместо них. И что теперь будем дальше делать с этой страной? А эта партия снова будет интересы страны и народа защищать в Англии. Мы так говорим. В Америке сейчас идет, видите, что только не было, но идет этот спор. Почему так спор? А Путин, который избирали уже который раз, он совершенно не волновался. Он знал, что он сам
будет считать свои выборы и голоса себе закиньте. Народ там никакую роль не играет в этом плане. То есть это есть диктат режима. В том же Китае, в том же Иране или других диктатских режимах идут такие процессы. Вот исходя из этого, мы сами, чеченцы, которые сейчас находятся на Западе, находятся на территории Чечни и в мире, мы должны осознать, что же происходит в мире, и выбрать тот путь, ту линию, которая будет наиболее верной для нас. А верно это что? Это сохранить наш народ, сохранить наш язык, традиции, и дать возможность свободно, как это было веками в нашем народе, чтобы каждая личность была свободна и не преследовать этих людей по политическим мотивам. Вот что мы планировали, вот что мы делали. И те, кто помнит, что было в Чеченской республике Ичкерия, то никогда никто никого не унижал, не оскорблял. Не было вот таких вот, вы знаете, там, чтобы электрошокером или во двор проходили, били по лицу мужчину, отца, хотя никого не было никогда. А это с чем связано? Это связано с диктатским режимом. Наш народ избрал свой путь и принял декларацию. Эта декларация стала базовым документом, на основе которого мы должны дальше жить. Это впервые, можно сказать, за все годы, которые появились в этих государствах, наш народ воевал против разных империй, нашествий. Но те времена уже ушли, в это время мы в соответствии с желанием нашего рода и его культуры и цивилизации приняли решение о создании своего демократического государства, правового. Когда мы говорим о правовой, это значит, мы имеем права человека, личности тоже. Ничто, что связано, скажем, никакой закон не может быть выше, чем которые бы нарушали права человека. Вот в этом смысле, когда говорят правового государства. Поэтому, исходя из этого, мы видим события. Украина борется, Украина держится, как мы с вами знаем. Вот сколько уже полгода с лишним Украине не дают то, не дают это. Она держится, она никуда не уходит, хотя много разных есть критиков. И видно, там совершают ошибки. Живые люди совершают ошибки. И наши руководители тоже совершали ошибки. Но главное, чтобы они направление держали в том ключе, в том направлении были, чтобы сохранить это права этого народа и не поддаться этой диктаторской системе власти, которую навязывает Кремль всем бывшим территориям из бывшего Советского Союза. Вот эту цель ставит Кремль. Вот это коротко я об этом скажу, потому что мы всегда об этом говорим. Мы, конечно, за то, чтобы американский народ сделал правильный выбор. Правильный выбор – это значит, избрал того президента, который будет способствовать сохранению демократической системы власти в мире и будет делать все для того, чтобы эти диктаторские режимы не главенствовали, а чтобы они были, как говорится, не первыми, и не вторыми, а чтобы они вообще исчезли. В этих государствах, в этих странах должны появиться люди и народы, которые свободны в политическом смысле слова. Вот это первая тема, а по второй теме потом поговорим. Давайте, если там есть люди, пусть скажут что-нибудь, выскажутся о нашей внутренней, внешней этой ситуации. Мы тоже еще поговорим, если будет время. Все. Спасибо, Аяд. Аяд, я бы хотел тоже задать вопрос по поводу ситуации, которая складывается. Трамп заявляет, что он в течение 24 часов прекратит войну. После того, как Байден фактически проигрывает дебаты, всего лишь, конечно, это только дебаты, проигрывает
ну, якобы проигрывает дебаты, начинается какое-то движение. И Зеленский делает реверанс в сторону переговоров, хотя с большими оговорками. Путин начинает делать какие-то заявления, к нему прилетает Орбан, который сегодня, наш Олаф Шольц, заявил, что он не как председатель ЕС, как премьер-министр Венгрии туда поехал. Ну, вот эти события, не могут ли быть они связаны с тем, что, понимая, что Трамп может закончить эту войну как по каким-то образом, а, пытаются форсировать события, и чтобы лавры миротворца не достались Трампу, а демократической администрации. С этим, может быть, это связано. И с чем вот эти сегодняшние подвижки? Хотя на фронте у русских абсолютно все плохо. Часов яр 12 тысяч населения. Как будто они взяли Берлин, о нем рассказывают. Это деревушка такая, поселок. Как вы думаете, Аят? С чем это связано, вот эта активность? Но здесь можно говорить, дело в том, что почему хотели бы верить в Трампа, так, хотели бы верить в Байдена. Трамп своими вот этими высказываниями, некоторыми, которые до нас трудно доходят иногда, может быть, да, из него создают такого какого-то монстра чуть ли не пропутинца. Агента Вот. Путина его прямо называют. Да, они вот говорят, что агент Путина, что он чуть ли не хотел все натовские войска, там американские из Европы вывести назад и все такое. Вот. Это вот было такое, и он делал какие-то заявления тогда, ну и это как-то вот отразилось, и он проиграл эти выборы. Его тогда критиковали все. И Конгресс критиковал, и вот люди, которых мы знали, видели. В общем, широкая кампания шла против Трампа. Казалось, что Трамп прав, казалось вначале. Мне казалось, что он прав. Ну, всегда, которого там давит, там прав, кажется. Но чтобы разобраться во всем этом деле, сейчас вот и вышли они на финишную прямую, и пусть скажет это американский народ. Мы с вами что можем сделать? Мы за то, чтобы мы не можем предпринять какие-то шаги для того, чтобы сказать, что надо избирать этого или этого. Мы просто за то, чтобы американцы сделали правильный выбор. Американцы должны понимать, что это влияет в первую очередь на их внутреннюю политику, на их экономическую составляющую и на, скажем, авторитет самих Соединенных Штатов Америки. Это однозначно. Но с другой стороны, вот эти какие-то отношения, которые он говорит с Путиным, он решу, я это сделаю. А в чем конкретно? Он не говорит, вот, что он сделает конкретно, как он сделает. Я решу. Можно ли верить ему, что он пойдет и решит это? Не знаю. Я не знаю, допустим. Хотя я и не решаю это, я свое мнение говорю. Но я не знаю, решит он нет. Как? Это значит, он уже, если он решит это, значит, он уже договорился с Украиной, с украинским народом, или договорился и, скажем, значит, президентом Зеленским, он знает, что делать, уже обговорил, и все, он какую-то тайну знает. Но он ее не говорит. А почему он не говорит? Непонятно. Сейчас вот они дали деньги, сейчас они дают оружие, Америка дает, да? И в то же время это не хватает, говорят. Ну, не хватает. Почему? Может быть, так организоваться, может быть, и не было возможности. С другой стороны, потому что в Украине вот эта вот сама вот эта ситуация тяжелая, потому что то это не хватает. Ну, в общем, короче говоря, эти люди, которые сидят во власти, скажем, они знают больше гораздо, у них есть такие тайные нити, у них есть, значит, подковерная какая-то борьба, и это борьба, о которой они нам не говорят.
Мы можем только по каким-то таким признакам говорить, хорошо или это плохо. Вот мы говорим, вот если, так, скажем, Трамп там победит и признает Чеченскую республику Ичкерия. Признает ли он Чеченскую республику, если он победит? Посмотрим. А Байден, мы к нему тоже обращаемся и говорим, надо признать нашу республику. Вот Украина нашу республику признала, а не признает до сих пор легитимную власть нашего государства, скажем, в виде президиума правительства. Кто этому препятствует в Украине? Кто? Байден препятствует, или Европа препятствует, или кто-нибудь другой. Нас это интересует. Мы хотим, чтобы эти страны, наряду с освобождением, скажем, Украины и победой, чтобы освобождены были и территории Чеченской республики Ичкерия, восстановлена там легитимная власть, как в Грузии, то же самое, как, скажем, в Молдове, Беларуси, где сидят диктаторские режимы, которые пришли к власти незаконно. Вот наша задача в этом обстоит. И мне сейчас сказать, за кого я бы сейчас голосовал, мне трудно сказать. Знаете, я должен прямо сказать. Но я за того, кто решит эту проблему. Кто решит эту проблему. Но тот, кто с Путиным, он не прав. И если он там решит это, пусть решает. Вот я что могу сказать. Всего лишь это. Барков. Друзья, я напоминаю, у нас прямой эфир в Телеграм-канале и в YouTube. Вы можете задавать вопросы здесь в чат, я буду зачитывать ваши комментарии. Также вы можете зайти в Телеграм-канал на официальную страницу Президиума правительства и там задать свои вопросы или непосредственно принять участие в нашем стриме. Аят, пока тут вопросов нет, и был вопрос предыдущий. Вопрос к вам. По какой причине началась первая русско-чеченская война? По какой причине? Да. Да? Так? Да, Я да, правильно понял вопрос, да? Но первая русско-чеченская война, они обычно называют это четвертую агрессию, которую совершил Кремль, полномасштабную агрессию совершил с 11 декабря. Они ее называют первая и вторая. На самом деле эти агрессии до четвертой было еще 3. Значит, вот эта четвертая агрессия, она была продолжением той политики, которая, значит, изначально, значит, было заложено в политике этой Российской Федерации России, но образованной 31 марта 1992 года. Они планировали развалить, вначале они развалили Советский Союз, хотели сразу прийти к власти, но эти страны, которые по международному праву не могли согласиться, не хотели соглашаться, ну, скажем, они поняли, что так не пойдет, и решили вначале лозунг разойтись, чтобы сойтись. То есть, коротко говоря, эта война была продолжением имперской политики этой российской новой империи по возрождению империи в пределах, как они говорили, исторической России. Не только Российской ССР, но и даже шире. Имеется в виду Балтийские республики, имеется в виду Финляндия, Польша и другие, которые когда-то были частью царской России. Вот о чем шло. Вот это была причина. Вот мне недавно мои знакомые, один родственник говорит, вот зачем, если бы вот Джагар Дудаев, может быть, если бы не начал, может, не было столько крови, все такое. Я говорю ему, что вопрос не в Джагаре Дудаев был. Джагар Дудаев прибыл на этот съезд, потому что его пригласили, и он там выступил, и они ему доверили возглавить это движение. А это движение и декларацию принял наш чеченский народ для того, чтобы сохранить себя в этой тяжелейшей ситуации,
когда эта и новая империя пыталась как бы поставлена на колени, встать с колен и развиться снова. Чтобы за счет чего? За счет того, что заставит работать этот народ на себя, за счет значит, нефти, газа, природных всех ресурсов, которые есть, скажем, на территории. Вот за счет чего она хотела восстать, снова встать на ноги. Посмотрите на этих вот нелюдей, которые стали миллиардерами, позахватывали все эти территории, управляют там. Ну, посмотри по всем регионам России, что они делают, как они относятся к людям. Они их сажают, они их там мучают, они, значит, даже за какое-то название, случайно сказал там по интернету, сажают. Посмотрите, что за страна. Такая страна может, как раз-таки она и хотела вновь возродиться и стать великой. Вот по этой причине началась именно против нашей республики началась эта война, потому что им тогда казалось, что мы самое слабое звено в этой борьбе. Это было начало экспансии, военной экспансии, 11 декабря, хорошо, военная экспансия по всей территории бывшего Советского Союза. И начали они это с 1994 года, 11 декабря, напав на Чеченскую республику Ичкерия. Но мы должны знать, что 2,5 года шла война, и российская армия потерпела поражение на нашей территории. И это было при присутствии на территории нашей республики всех видов оружия, которое было у России, кроме атомного, применяли против нас. И при присутствии 462 тысяч солдат и офицеров. Представьте себе, миллионный, значит, народ, чуть больше, так? И они вот столько армии вогнали туда, и эту армию ей хребет надломил чеченский народ. Представьте себе, какой-то это героизм. Мы не должны забывать это. Мы почему это сделали? Потому что мы не хотели быть рабами. И после этого к нам приехал этот генерал Лебедь, просил, значит, мира, что я стану президентом, потом все такое, и разговоры такие они вели. И подписали там соглашение, так называемое соглашение, в котором, вот, по моему разумению, я там не участвовал тогда, в юрте, они подписали соглашение, из которого как будто бы отложенный статус. На 5 лет отложили этот статус, и что то-то, то-то, то-то мы решим. Хотя в 91 году, то есть в 90-м году мы приняли декларацию, которая решила и определила судьбу нашего народа. И в этом направлении мы должны держаться все. Те, кто на Западе, те, кто там дома. Вот это была причина начала этой агрессии. Это была экспансия, развязанная, потому что они считали, что мы самое слабое звено. Но однако они получили такой отпор и были разгромлены, им пришлось убраться своими танками и бронетранспортерами, повесив сзади веники, мол, подчищая дорогу, которую они больше не проедут. Вот такие вот были вещи. Вот эта причина была. Спасибо, Башкала. Напоминаю, Аят, экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия, первого созыва и активный участник всех событий ныне временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас является единственным законным представителем чеченской власти и уполномоченным от Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Друзья, я напоминаю, пишите. Не единственным. Я не единственный. Нас много.
Нас много. Нынешнем стриме тогда, Аят. Но есть и другие. Сегодняшнем. Да, ну, Да. совершенно верно, да, в котором входит президиум правительства, в котором полно людей, которые являются представителями нашей Да. законной власти. Друзья, я напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте, пишите комментарии, задавайте вопросы, активнее принимайте участие. У вас уникальная возможность задать вопросы Аяду и Дигову, как непосредственно в чате, так и в телеграм-канале зайти и сами принять участие. Так, а есть ли вопросы? Так, ну, давайте я тогда чуть-чуть буду переиначивать и задавать вопрос уже от людей, которые здесь говорят, что ООН существовать не будет, Аят. Вы согласны с этим утверждением или нет? Не понял. Организация Объединенных Наций в скором времени существовать не будет. Возможно такое или нет? Чтобы Организация Объединенных Наций перестала существовать, должно быть принято решение, ну, скажем, большинства государств мира. Вот после Второй мировой войны, до этого была Лига наций, международная такая организация, так? А после Второй мировой войны, мировая война вторая, тогда эти все страны и приняли решение о создании ООН, о принципах международного права существует. Оно, если это право, значит, несовершенно, мы говорим, конечно, оно несовершенно, потому что все развивается мир, оно должно быть лучше, должно больше, значит, требований, как-то это надо развивать, чтобы лучше было, чтобы это доходило до каждого человека решение. А будет оно существовать или нет, это кому знать. Но пока сегодня существует международное право и нет никаких признаков пока что, кроме разных разговоров, что оно не будет существовать, мы не можем даже никакие действия делать. Мы-то с вами не решаем этот вопрос. Мы следуем тем принципам, мы с точки зрения морали, нравственности, с точки зрения сохранения нашего народа, мы на этом пути, какой бы ООН ни существовал или изменилось, все равно мы с этого пути не можем сойти. Вот что я хочу сказать. Это наш путь для того, чтобы мы жили на своей территории, со своими законами и на основе той декларации, которую принял наш народ 25 ноября 90-го года. Вот и все. Спасибо, Баркал Аят. И еще один вопрос, Аят. Кто для вас был Хаттаб? Хаттаб? Для меня кто он был? Он был просто, как это сказать, доброволец, который приехал помогать нам, когда мы боролись против Российской империи. Он был хороший воин, он был, значит, помогал, то, что знал, делал, а их тогда с той стороны все там говорили, мол, это исламские напали на нас и все такое. А на самом деле их было не более, их даже 100 человек не было вместе взятых, всех, я хорошо это помню. Ну, где-то около 70 чем-то. Может быть, Вы про арабов? Про арабов в целом? Да, Или вот вообще всех добровольцев? Нет, всех арабов я имею, с арабских стран. Вот он и был для меня. Он помогал нам, он погиб. Значит, он сделал то, что мог. У него там своя позиция была, он боролся, скажем, так или иначе, но все равно он боролся против империи, так скажем. Вот и все. Но он был радикальным фундаменталистом, строителем халифата. Был ли он радикальным фундаменталистом, строителем это не халифата? он решал. Это решение было не его. Он был, потому что он приехал с этих стран, где вот это все проповедовалось. И он, конечно, был мусульманин, он был там, значит, какие-то свои познания, он там пытался, вот, конечно, рассказать, внедрить.
Но это решение было не за ним, а решение было за нашим народом. А наш народ принял сам, принял декларацию, принял решение, кто мы и что мы, как будем жить. Мы боролись против этого. Хотя многие хотят сказать, что мы не против этого боролись, мы, мол, боролись за то, чтобы создать исламское государство и все такое. Нет, мы боролись одновременно за ту религию, которую мы исповедовали, за своих близких, родных и за свою территорию, чтобы сохранить свой язык и свои традиции. Вот это все, наша культура. Вот мы за это боролись. А они хотят ее, значит, наше национальное освободительное движение, которое было, переформатировать и сказать, что мы боролись, что у нас было, значит, религиозное противоречие, что мы как будто боролись против христианства. Нет. И на нас напали эти не христиане, они христиане, но для них это христианство вообще ничего не значит. Мы же видим с вами. Эта религия используется в этих случаях, особенно в этих странах, только лишь для того, чтобы как-то, значит, сохранить эту власть. Вот Путин использует свою православную церковь, чтобы она его поддерживала, чтобы все там русские или другие поддерживали. То же самое делают в этих исламских государствах. А для человека, самого человека, религия – это его мировоззрение. Он ответственен один только перед Всевышним Аллахом. Он перед Всевышним. И будет с него только спрос. А там ставить нас в строй или что такое, заставлять нас делать ради каких-то там диктаторов, это неприемлемо. Другое дело, когда на твою страну напали, ты можешь объявить, газот по-чеченски, газот. Мы должны выйти все на защиту своей родины. Вот этим. Говорят, газоват, там по-арабски все переделать. Нас хотят, вначале нас все эти годы пытались сделать весь мир коммунист захватить, а теперь арабизацию, что ли, всю хотят сделать. Нет, мы верующие. Мы понимаем, наши предки были верующие, и мы мусульмане. Но в то же время мы не позволяем и не хотим, чтобы из нас сделали чисто, знаете, те люди, которые в диктаторском режиме сидят, и те люди, которые, когда мы защищали образовать свою страну, они шли к нашему врагу и были на их стороне. Мы знаем, о чем мы говорим. И сегодня они на их стороне. И говорят, что они мусульмане. Как же, где же тогда умма? Мне приходилось встречаться, я встречался с президентом Организации исламских государств, президент, его звали Мунир, он был из Пакистана, чтобы конкретно знать. И когда я ему задал этот вопрос, что вот мы мусульмане, нас вот так вот народ убивает, нам нужна помощь от исламских государств, он мне прямо сказал, у исламских государств своих проблем достаточно. То есть он не считал нас за исламский народ, он не считал нас, и я был поражен. Я говорю, как это так? Если вы свое государство построите и дальше укрепитесь, тогда мы можем вас исламскую организацию принять. Вот его ответ был. Понимаете? Какого гражданина, какого государства? Что? Какое государство он представлял, Аят? Он был гражданином. Пакистан. Пакистан, ага, я просто... С Пакистана. Его звали Мунир. Это была фамилия или имя, я не помню, не знаю, но, по крайней мере, Мунир у него был. Мунир. И это вот такие вот вещи, понимаете? Мы должны реально смотреть на ситуацию сегодня, где и как. Если мы сами не будем решать свои проблемы, сами не организуем, сами не поймем, что у нас происходит, то нам будет еще хуже, тяжелее. Поэтому наши люди должны, вот молодые, которые есть, которые должны понимать все это. Не надо бросаться в крайности. Одни в религиозные крайности, другие там антирелигиозные крайности, другие это. Надо реально смотреть, что происходит. А мы говорим, реальность такова.
Наш народ принял всеобщую декларацию прав человека и на этой основе, значит, принял декларацию о своем государстве в 90-м году, 25 ноября. А затем на этой основе создал свое государство, институт принял. И те все, которые хотят отойти от нее, они пособники, вольно и невольно, они пособники нашего врага, вот как эти Хамас и другие. Это мы не можем принять, поймите это правильно. Это может быть еще хуже для нас. Конечно. Вот эта ситуация. Баркал, спасибо, Аят. А я немножко перефразирую комментарий одного нашего зрителя. Я хотел бы вас спросить, Аят. Он тут говорит, вы договорились бы с Владимиром Владимировичем Путиным о мирных переговорах, для того, чтобы Россия... Вы имеете в виду персонально с Владимиром Путиным, вы готовы разговаривать в случае, если вывод войск и деоккупация нашей страны? Разумеется, мы готовы разговаривать, если вывод войск, значит, установление дипломатических и дружеских отношений, конечно, с восстановлением нашей всей этой территории, все, что мы готовы для этого, мы за это и боремся. Да, мы готовы, но это не значит, что мы что-то должны им отдавать или уступать. Они нам должны, они убили столько наших людей. Они продолжают эту войну. И мы готовы разговаривать, как говорится, с ними или с другими для того, чтобы решить проблему нашего народа и в перспективу, чтобы этот народ мог развиваться и вырасти и жить свободно в своей стране и сообществе других государств мира. Готовы, конечно. Спасибо. И еще один вопрос. Разве Единый Кавказ не лучше, чем отдельное государство Кавказа? Единый Кавказ – это будущее. И это Единый Кавказ. Мы еще в 92-м году, в 1-2 году об этом говорили. И это называется Кавказский дом. Об этом инициативу туда поднял президент Джохар Дудаев, президент Гамсахур, где у нас была очень большая конференция, о которой мы говорили. И я там тоже участвовал, помню это. А разговор «Единый Кавказ» – это, который, значит, Конфедерация народов Кавказа или, значит, Горская республика, это все из прошлого. Хотя она исторически есть, но сегодня в рамках современного права мы можем говорить только о том, что есть и что мы планируем. Они хотят Единый Кавказ, уничтожив те все, значит, усилия, через которые прошел чеченский народ для добычи этой, скажем, свободы. Ведь сколько людей мы положили, а кто-то говорит «Единый Кавказ». Мы не против Единого Кавказа, но это не значит, что мы сегодня должны бороться за то, чтобы, забыв свою территорию, мы должны освободить нашу территорию. Следующим шагом мы будем думать об этом, если эти народы этого хотят. Но если они этого не хотят, разве мы сможем это сделать? Когда в 91 году все это случилось, когда Советский Союз развалили, то эти народы, скажем, эти народы, которые получили право создать свое государство, они не то что не смогли, им не дали, и они не боролись, к сожалению, не смогли бороться, у них не появились лидеры, которые могли бы этот вопрос решить и поднять о том, чтобы, как и чеченский народ, провели бы свой референдум. Ну, для этого надо было бороться, для этого надо было биться. Ну, не получилось. Но их права нарушены были тогда. Эти права были нарушены тогда. И сегодня я не знаю, кто из этих народов сегодня, кроме, скажем, татар, башкир, может быть, и бурятов, которые хотят этот вопрос поднять. Но меня вызывает сомнение
у этих людей в том, что они дружат с людьми, которые сегодня, мы знаем, работают на Кремль с нашей стороны. Вот эта компания вся, которая в Украине, где они работали раньше на Кремль и работают, и документально все это есть, то, что они делали, занимаются. И что меня удивляет, мы должны понимать, и они, эти лидеры, должны понимать, что никто не будет за вас и за нас бороться. Это мы с вами должны объединиться за эту нашу, скажем, линию. А сегодня вот легитимная власть чеченского народа, ее хотят затоптать, сказать, что нет, что этой власти нет, а разные самозванцы везде, вот их поднимают, и с ними они ездят по Литвам, встречаются с Ландбергесом. Как это? Я очень уважаю этого человека, Ландбергского Литауса. Он принимает Закаева, сидит там с ним. Это просто было стыдно мне, понимаете, как это так? Человек, который вот так вот против нашего президента выступает, против нашего народа выступает, вот так вот манипулирует. Этих людей они принимают, чем они занимаются. Вот подумайте об этом и с кем мы сейчас находимся. Это наша задача. Мы от этой линии отходить не собираемся. И поэтому говорим, вот такова ситуация. Сегодня наш вопрос никто не будет решать, и при том, если мы его не будем сами поднимать, и если мы не будем ставить вопрос правильно ставить вопрос, правильное направление брать. Если не возьмем правильное направление, то мы проиграем. Правильное направление – это то, что с точки зрения международного права мы должны понимать, что у этих народов, допустим, которых я назвал, которые хотят создать или единый Кавказ, или единые, скажем, поволжские территории республики, они должны понимать, что надо правильно ставить вопрос о том, что территория этих государств, которая после развала Советского Союза освободилась, она была насильно, путем обмана захвачена Кремлем, нынешней российской властью. Они должны вернуть это, освободить эти территории, дать возможность этим странам, чтобы они провели свой референдум и сказали, хотят они ли быть, скажем, в составе других государств, потому что международное право позволяет 3 варианта свободы народов. Это, значит, свое государство, значит, конфедерация и войти в состав другого государства. 3 момента. Выбрали они этот путь? Нет. Вместо них подписали, я об этом говорю, этот федеративный договор в 1992 году, 31 марта, подписали кто? Эти же коммунисты, эти же имперцы подписали вместо этих народов этот договор федеративный, так называемый, в 1992 году. Мы, чеченцы, чеченский народ это не подписывал, наша власть этого не подписывала, и мы создали свое государство и дальше. И они против нас начали воевать. Если мы будем в одиночку вот так вот, или так будем прогибаться под этих агентов влияния, которые сегодня крутятся кругом, то, конечно, нам будет труднее. Но мы не можем отойти от этой линии. Мы не будем отходить. Мы свою линию будем продолжать. Мы создали свое государство, и никто, ни религиозники, ни фанатики, ни демократы, как бы их ни называли, ни отщепенцы, не имеют права решать вместо нашего народа то решение, которое наш народ принял. Вот и все. Спасибо, Аят. Совершенно полностью согласен с тем, что вы говорите. Но объясните, Аят, тогда одну вещь. Почему Ахмед Закаев, ну и вот эти деятели, которые работают на Кремль, почему у них со стороны российской оппозиции поддержка, со стороны засланных ГБшных разных операторов, которые пишут, снимают для них, ну и одновременно с этим и некоторые чеченцы собираются вокруг. С чем это связано? Почему люди, они же знают, что все, что мы говорим, они нас смотрят, всегда на ваши стримы с вашим участием всегда смотрят. Почему так себя люди ведут?
Ну вот почему так они себя ведут? Вопрос в том, что они, видимо, многие не понимают это, но с другой стороны, эти политики, которые вот западные, которых я назвал и не назвал так, многие, им эта проблема, которую там поднимаем мы, ее как-то надо решать, а им проще вот с такими самозванцами носиться. У них там есть, как вы говорите, это разного рода под боком подбоченившие телевидение, есть разные агенты, которые садятся и рассказывают, что эти Закаев там или другие, что они легитимны, что он только легитим. Ну, спрашивается тогда, один вопрос я ставлю. Ну, как они легитимны, если они при действующем президенте в 2007 году объявили себя властью при действующем президенте и нашем правительстве? Они объявили себя властью. А президент, который был тогда, Умаров, Дока, он в этом случае еще действовал. Они заранее эти себя объявили. Как они могли? Как они могли заявить в 2001, 2002, 2003 годах? Потом еще они принимают разные документы, согласно которым они утверждают, что наша территория, что мы являемся частью России. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Ответьте на это вопрос. Они не могут ответить. Поэтому молчат, как рыба в воде. Молчат. Там собирается, там начинает. Я видел, Аслан, тебя критикуют, что такое. Ты свои ошибки признал, и мы это приветствуем. Я, допустим, приветствую, и наша сторона. Ошибки были, но ошибки надо признать, иметь мужество. А эти чем занимаются? Говорят, мы то, все, мы там ордена раздаем. Это. Ну, какие ордена вы можете раздавать? По какому праву? Вы самозванцы, и все. А если нет, то докажите, покажите, скажем, украинцам, покажите Ландсбергс, покажите, скажем, Ющенко, другим. Свои полномочия покажите. Обосновать покажите. У вас же их нету. Вы самозванцы. И я еще в свое время просил и дописал вам и говорил, вернитесь в конституционное поле. Вернитесь в конституционное поле нашего государства и давайте на Западе вместе работать. Нет, вы это всю нашу работу пытаетесь вместе с этой российской агентурой, хотите разложить ее, чтобы создать впечатление, что мы там какие-то создаем группы. Но я отвечу, что мы никакие группы не создаем. На Западе находятся беженцы. Туда, на Запад, направлено определенное количество людей, а эти господа, о которых я сейчас, они не имеют никакого отношения. Они уже в 2007 году вообще вышли из этой плоскости и перестали быть членами нашего правительства и иметь какое-то отношение. Посмотрите, они герб чеченский, который у нас есть, или флаг там, они изменили, у них, они паспорта свои, значит, какие-то другие делают. Они там придумали какие ордена. Это ж смешно. Будьте, ну, скажем, как это, будьте, не будьте такими. Почему даете обман себя? А на самом деле, я думаю, они хорошо это все понимают, им не хочется этим заниматься. Наши проблемы, они не хотят заниматься. И этой проблемой должны заниматься мы сами. Я говорю, это мы сами. Не да объединиться. Хватит вот эти все разговоры, которые ни к чему не ведут, а пустые разговоры. Мы вот хотели создать вместе еще в Украине с другими здесь людьми, хотели создать платформу открытого диалога. Они когда узнали, что мы их не берем, скажем, что мы не издаем постановление о том, чтобы их сделать членами нашего правительства, они тут же, как говорится, бросились в другую сторону, начали другие вещи говорить, дошли до того, что уже начали, а вот что только не говорят. Как мы можем такими людьми быть в единой команде? У нас есть свое направление, а они в другом направлении, которое в пользу сегодняшнему Кремлю.
И все. Спасибо, Варкал. Аслан, я чуть добавлю. Да, пожалуйста, Муса, пожалуйста. То, что Закаева, в общем, здесь молодые ребята не знают. Я его давно знаю, как он был актером, может. Часто мы ему хотели, вот, когда он неправильные действия делал, мы хотели ему, в общем, темную устроить. Он говорит, я же актер, говорит, я роль играл. Говорит, вот так. Сундела, вот такие вещи здесь. Он и тогда, в общем, тогда Ичкерия была, в общем, нормально. Он же министром был, в общем, назначен культурой. И я против был, что его назначили даже, потому что я его знал еще раньше. И элементарная вещь, в общем, он говорит, в общем, тогда, хотя государство принято было, и то он утверждал, что как будто государства нет. Мы не хотим, в общем, мы не просим государства, мы просим освободить нашу землю и все. Вот такие вещи он выговаривает многим людям и так дальше. А здесь ребята молодые не знают его, в общем, с детства, ну, с дома еще, когда Ичкерия была. Вот я-то знаю его хорошо. Поэтому, в общем, они вот так говорят, а тот играет ту роль, и все. Да, здесь такой момент, Муса, да. Он говорил Чеченская республика. Я каждый день наблюдал его эти статьи. И единственное, что, в общем, как только Украина война началась, как только наши ребята туда поехали, сразу он рванул из Чеченской республики Ичкерию. Говорит, так быстро менять ситуацию уж. А я не знаю даже, где они переговоры делали, потом здесь в Германии с этим Хазбулатовым, когда они делали тоже, в общем, они пророссийские все. Но это молодежь не знает просто, и все. Даже те, которые воюют там, в Украине, они политически не подготовлены. Они должны понимать, Муса, кто сейчас находится на Западе, кто находится добровольцами в Украине, должны понимать четко и ясно, что все, что мы вместе делаем, мы на политической арене, вы там, все будет бесполезно, если мы не будем держаться нашей основы государства. Это значит нашей Конституции. Разговор о том, что мы придем туда, там что-то сделаем, это провокационные вопросы. Мы ничего там не придем и не сделаем сейчас. Наша главная сейчас задача в том, чтобы мы могли организоваться вместе все и показать единую силу в поддержку легитимной власти по признанию нашего государства, как это сделала Украина. Украина признала наше государство как оккупированную территорию и отсудила геноцид чеченского народа, призвала остальные международные организации, ООН, рассмотреть этот вопрос. Поэтому на этой основе мы должны здесь работать. Вместо этого здесь разные, значит, люди вот творят то, что хотят. То под религиозно они косят, то они против легитимной власти. Вот они не признают, так скажем, президиум или не признают. Нет никакой власти, они говорят. Все, кто это говорят, можете себя поздравить, то, что вы работаете на Кремль именно этим, когда вы говорите так. Мы стоим на позициях, которые принимал наш народ, то есть ту основу. А как вы можете такие вещи говорить? На каком основании? Никаких оснований нет, а то, что вы вдруг там вот такое заговорили, обманываете людей, это у нас, к сожалению, не пройдет, в реальности не пройдет, поэтому я призываю вас отойти от этой линии и, значит, поддержать нашу власть в лице президиума, чтобы мы могли здесь на Западе, как раз мы имеем эту возможность, чтобы мы могли здесь
работать и объединяться, и делать именно в этом направлении всю нашу работу о признании нашего государства как оккупированной и о необходимости ее деоккупации. Это мы должны делать. А говорить все время, скажем, что те или эти люди, но с этим вот персонажем понятно, что он там делает, чем занимается. Они отрабатывают только то, что им дали задание. Это видно. Поэтому здесь масса документов, которые есть, говорят, чем они занимаются. Вот они сейчас делают нападки на Аслана, говорят, что он там, с ним нельзя считаться. А кто это говорит, а кто тебе такое сказал? Может, ты услышал где-нибудь это? Или у тебя есть какие-то основания это обосновать? Если он ошибался, он признал свои ошибки. И мы призываем тех, кто признает свои ошибки и будет работать в этом направлении, мы их приветствуем. И мы об этом говорили всегда, и говорили этой компании и другой компании, хватит этим заниматься, если вы поймете, перед Всевышним вы ответите за это. Потому что вы тем самым пытаетесь работать в пользу нашего врага. А нам нужно освободить свою территорию и вместе с другими народами, которые есть на Кавказе и вокруг нас, и в мире, значит, стараться развиваться, значит, стараться решать проблему, чтобы наш народ сохранился и наша территория, чтобы она процветала. Вот что нужно для нас. Все остальное, ваши разговоры, они просто белыми нитками сшиты. Баркал. На Саговую выставляешь. Кто-нибудь хочет еще выступить, сказать? Так, был тут один вопрос. Такой вопрос, если про Закаева было известно, почему его назначили на эту должность? Он министром работал. На какую должность его назначили? Министром культуры, например, когда он. Ну, тогда у нас, видите ли, в то время, когда мы начинали вот создать наше государство, и когда назначали, он был работник театра, он вернулся к нам где-то, по-моему, в 94 году, а до этого он где-то там в Москве, где-то обитал, приехал только после этого. Мы же не знали, что кто там у нас, кем работает, кто завербован, или кто как себя поведет. Мы же не знали. Мы и сегодня можем ошибаться. Мы сегодня можем ошибаться в том или ином другом человеке. У каждого человека есть какой-то там барьер, или где-то он ошибается. Живой человек ошибается. Мы почему говорим? Вернитесь в конституционное поле. Сейчас говорим, вернитесь. Хватит заниматься вот этой всей отступничеством от нашей линии, от линии нашего народа. Вот поэтому он был назначен, потому что тогда была такая ситуация, а среди тех, кто был, посмотрите этот, как называется этот, целый там спектакль разыгрывают, сидят там и говорят, рассказывают, вот, сидит там Кадыров, вокруг собрал вот эти все, которые были и министрами обороны, и другими, и депутатами, сидят. А почему их назначали? То есть это вопрос такой, почему их назначали. Назначали их не для того, чтобы они вот так себя вели, честно скажу. Предали. Точно не для этого. Да, не для этого. Надежда, что они будут справедливы и будут бороться, как говорится, не жалея живота, будут отстаивать решение народа. Для этого назначали. Мы же не говорим, как только Жагар Дудаев погиб, вот Муса там сейчас говорит, он после этого берет и выступает, будучи министром культуры, говорит, мы, говорит, не призываем Российскую Федерацию признать нас суверенным государством, независимым государством. Кто ему такое право дал? Он один из тех, кто подписывал тогда протокол с русскими о том, что поход Басая, диверсионный поход на территорию России, что они террористы и бандиты, что будем ловить тоже. И тогда мы думали, я лично думал, что это ошибка.
Она оказалась не так. Понимаете, не так. И сейчас это может быть. Но мы должны друг с другом советоваться и говорить открыто, говорить, что есть что. Вот мы говорим, неправильно это, нельзя делать этого. Нет, они не слушают и занимаются этими делами. А кого они слушают? Кто их обеспечивает? Кто, что они ездят по всей Европе, по всему миру катаются? Кто? Спрашивается, кто? Понятно, кто-то обеспечивает. А обеспечивает кто? Запад, что ли, обеспечивает? Нет. Потому что Запад не заинтересован. Запад пока смотрит, и, видимо, я так понимаю, у них своих проблем много пока что. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Я вот обращаюсь ко всем нашим людям, которые на Европе, беженцы наши. Мы должны быть осторожны в высказываниях своих и понимать, что четко и ясно понимать, что то, что происходит сейчас на Западе или там во всей там России и все такое, это неправильное, это безнравственно, морали нет никакой. Как это? Убивать людей, мучить людей, насиловать людей и заниматься для чего? Ради того, чтобы этот Путин там стал еще каким-то императором? Ну что это? Это недопустимо. Это нельзя, это безнравственно. Вот что. И мы с этим согласиться не можем. Наши предки, начиная уже с 400 лет, как били с ними, сколько территорий они у нас отхапали, как говорится, и все территории передавали туда-сюда, там раздавали, нас убивали. Ну, сколько можно? Сегодня у нас есть этот, как говорится, паспорт, это право, и от этого права мы отказываться не имеем права. Перед Всевышним и перед нашим не имеем права отказываться. Это там было создано условие, когда эта страна СССР сама оказалась, исчезла. И тогда те народы, которые были в составе этой империи, по этим международному праву, имели право создать свое государство. Поэтому мы создали свое государство, как и другие государства, которые вышли тогда из Советского Союза. Это все среднеазиатские, закавказские, как говорят, да. Это как Беларусь, Украина. Мы тоже создали свое государство. Кто из этих государств отказался сегодня? Скажите. Кто-нибудь отказался? Нет, даже Беларусь не отказался, хотя там сидит диктатор. Вот что, и мы не можем тем более отказываться. Баркал, Дейресволь. Так, Муса, а вы что мать? Просто я хочу, Аслан, Да. насчет этого Закаева, что фамилия, когда такие темы мои, у нас должны отойти от этого. Не до конца, Муса. Моить альбоя. Да, моить альбора, Аслан. Все, мы уже перешли на другую тему. Люди слушают. Да, все верно. Слишком много тоже. Просто знаешь, Муса, я тоже называю фамилии там разных блогеров, которые там разные. На самом деле это маленькие винтики, но я называю фамилии не потому, что я из них хочу сделать большие винтики, а для того, чтобы люди, которые нас смотрят, не сказали мне потом, что нам же никто не сказал, что вот этот человек работает не на чеченский народ, не для чеченского народа. Поэтому я вновь говорю, не потому, что а потому что Оман дабозит, нам соуч бисядет, халаир мабуть. Цендел, был Здесь еще один вопрос, я так полагаю, от осетинки. Я немножко отлетимся от темы, на нашу кавказскую переключимся, в частности на осетинскую. Какую роль играет Осетия на Кавказе, по вашему мнению? Ну, если так говорить, с точки зрения Москвы, это форпост Кавказа, Осетия.
Поэтому они назвали Владикавказ, владей Кавказом. А те, которые сидят там во власти, люди в Осетии, да, они как раз и назначаются по этому принципу туда. А так, там люди, я многих осетин знаю, там хорошие люди есть. И это, помните, как там Беслане они устроили? Это же устроили на самом деле, Кремль устроил эту бойню, детей там убивал. Это же Путин, это же они. Они прекрасно там, осетины знают, кто это устроил, кто виноват. Они знают, что никакие расстрелы, там эти чеченцы, которые там оказались, якобы, да, что они не делали, что эти все расстрелы, все это взрывы, эти бомбы на школы, где эти люди сидели, они именно Москва бросала, убивала, чтобы этим самым обвинить чеченцев и сказать, что надо. Потом они начали взрывать свои дома, мы знаем с вами, начали взрывать дома, там. Ну, в Рязани как, они не получилось, и как бы их это разоблачили. Но им не стыдно ничего, они продолжают свое делать. Поэтому, конечно, Осетия это так вот рассматривает Кремль. Ну, у меня были много друзей осетин, с которыми общался, видел их. Это хорошие люди, много раз бывал там, ну, что там говорить. Мы все, и осетины, и чеченцы, и все кавказцы, мы просто нас стравливают, понимаете, стравливают. Нас пытаются всех стравить, сказать, вы такие, вы сякие, там, вот, допустим, там, когда ссылали, наши территории отдавали, скажем, дагестанцам, осетинам, там, грузинам или еще там русским, третьим, казакам. И поэтому, когда возвращаются, они снова там уже заложено медленного действия. Понимаете? Это вся работа Кремля. Мы-то, если вот объединимся все в будущем, это уже вопрос будущего объединения Кавказа. Сегодня говорит разговор там Кавказ, и для этого должны быть лидеры, которые и для этого должна быть сегодня эта Россия должна быть повержена. Будет она повержена или нет? Готов ли Запад ее развалить или нет? Вот вопрос в чем. Маловероятно, что готов. А в то же время мы знаем, что те территории, которые освободились после развала Советского Союза и захваченные Кремлем, они должны быть на первом этапе освобождены. А дальше будем действовать, смотреть дальше. Только так. Иначе сегодня даже вот я очень беспокоюсь о том, что если даже Украина сегодня одержит победу, что они поднимут вопрос о деоккупации территории и дальше, и дальше. Вот я об этом беспокоюсь. Поэтому нас они не признают, не то, что не признают, признали, но дальше шаги не делают. Потому что украинцы считают, что надо решить этот вопрос. И мы поэтому говорим нашим людям, мы должны сейчас этот вопрос решать, пока есть возможность, с другими странами Европы. Давайте объединимся, говорим. Нет, они здесь, значит, из себя строят каких-то там, мы там правительство, приглашают людей, которые у нас там были в свое время, значит, против нашего государства, которые все время там работали на Крым. Этих людей, с ними они общаются и с ними действуют на Западе. Смотрите, они и в Бельгии, и в Польше, в Украине какие-то конференции проводят, встречаются. С этими людьми встречаюсь, мы разговариваем. Эти люди тоже, которые там у них лидеры разных народов есть, да, они себя очень осторожно ведут. Они не хотят вот, даже правду слышать. Вот, допустим, я с некоторым из них вот общался, посылал им сигналы, они даже со мной не общаются. А почему? Спрашивается. Нечего сказать. Мы говорим о реальности, а им не нужна реальность. Они вот говорят другое. Почему?
Почему? Потому что им запрещают говорить правду. Или они не могут, или не понимают. Они все понимают прекрасно. В чем причина-то? Поэтому мне вызывает сомнений в том, что вот это все движение, которое они говорят, вот есть, мы там хотим развалить Россию, это все, значит, фейк. Никакой там развале России, и эти люди не собираются ее разваливать. И это не удастся, потому что Запад, они понимают это, что не будет. И вот это вот поднимает вопрос, на этом какой-то патриотизме сыграть хотят. А надо не так. Нет, это не будет. Нужно сейчас освободить эти территории и работать в том направлении, которое я сказал. Они захватили эти территории в 1992 году незаконно у северокавказских народов, у поволжских народов, да у всех народов, которые сегодня входят в Российскую Федерацию, незаконно. И этот федеративный договор подписан 31 марта 1992 года незаконно бывшими коммунистическими руководителями этих республик, коммунистическими, коммунистами, то есть имперцами. Вот в чем вопрос-то. Это никто не хочет слышать, знать не хочет. Они говорят, мы развалим Россию, мы там на это. Там эти бегают с нашей, за нас там, за наш народ, там подписывают, развалим Россию. А кто вам сказал, что развалить? Теперь они другие там разные лозунги дают, ходят. Вот в этом вся причина, с моей точки зрения. И осетины тоже вот как раз таки в этой каше варятся, как и остальные. Благодарю, Аят, благодарю. И я бы тоже еще одну тему поднял бы, Аят, по поводу вот терроризма исламского, так называемого, который сейчас усиленно раскручивают. Происходит событие в Крокус-Сити 4 месяца назад, нападение на людей, затем в ростовской тюрьме там какие-то 2 или 3 молодых человека с игиловским флагом поднимаются, затем нападение в Дагестане. Ну и вот это все как бы звенья одной цепи. И самое главное, что сами русские, пропаганда, русские спецслужбы связывают это в единую цепочку и таким образом нам преподносят. Как вы считаете, Аят, я давно подозреваю, что они хотят у нас сделать такое подобие второй Палестины, потому что та Палестина, по всей видимости, заканчивается, и чуть-чуть расширив территорию Израиля. И у нас может быть получиться, ну, как бы мои догадки. Как вы думаете, Аят, с чем это связано? Они хотят вывести войска и начать бучу на Кавказе, якобы с борьбой с исламизмом, либо что? Что это может быть? Не понял. Ну, повтори, пожалуйста, последние слова. Они собираются выводить войска с территории, с Украины, не справляясь. Мы все видим, что у них не получается победить. И отвлечь внимание, дать попить кровушки уже кавказской, и перевести внимание вот этих своих людоедов и внимание своего населения на Кавказ и бороться с терроризмом. Запад заодно поддержит и так далее. Не с этим ли это связано? Ну, здесь для Кремля методы и способы все хороши. Главное, чтобы они остались у власти и чтобы эти народы были под ними. И поэтому там разные эти движения внутренние создают, показывают, демонстрируют сегодня, что эти народы или так называемые их лидеры, как себя ведут сегодня. Посмотрите, как они себя там ведут, так называемые некоторые лидеры. Настоящие лидеры, их пока не видно, в основном не видно. Они потом появятся, если эта ситуация будет изменяться в каждом народе, так? Я так думаю. Они выйдут. А вот то, что сейчас вот себя демонстрируют в этом направлении, они должны это учитывать. И хотят ли они это сделать там, допустим, с Палестины перевести на Кавказ. Это все будет вот, по ходу вот, ситуации видно.
Еще при Сталине они хотели вначале же, помнишь, и на Кавказ, и Крым, они разные вещи планировали для Израиля. Ну, я имею в виду по окончании Второй мировой войны, они планировали. И сейчас они могут планировать что угодно. Но сегодня очевидно, что Израиль, он стабильно там обосновался, и оттуда он уходить никуда не собирается, что кто ни говорил пока. Ситуация так развернулась, что сегодня Кремль уже выступает на стороне, скажем, исламских государств как-то. Видите, Хамас, Иран, там и другие вот республики, Сирия, бери другие. Как бы, значит, эти исламские государства, так называемые, это не исламские государства. Они просто называют по тому признаку, что там прозывают, это называется исламские. На самом деле это не исламские государства. Они воюют вместе или дают вместе с Кремлем, этим преступникам, этим исчадием вместе с ним, понимаешь? Поэтому я не думаю, что против исламского направления движения Кремль там что-то подымет, понимаешь? Но где-то там что-то, может быть, если как-то будут разворачиваться, по ходу действия они могут в лапту сыграть в другую сторону, я имею в виду, может быть. Но сейчас для них важно вот где-то вот это переломить ход событий, вытащить на переговоры Украину, создать благоприятные условия для того, чтобы остановить войну в тех границах, которые они сегодня остановились. Но эта борьба идет сейчас. Это будет сейчас очевидно после вот окончания ноябрьских вот этих выборов в Америке, так? И, ну, естественно, сейчас в Англии там сменилось все тоже. Я так думаю, что это дело продолжится еще несколько лет. Вот так я думаю. Это не закончится, скажем, этим годом, не закончится. Потому что если активно вот это все будет происходить дальше, там видно будет все. Вот они сейчас хотят создать многополярный мир, то однополярный был, мол, одна страна Америка, мол, была там, а теперь они хотят многополярный, ШОС, МОС и всякие такие вещи. Мы же видим. Так? И под это они прячутся, под эту линию они прячутся, хотят. А исламский мир, он будет всегда, потому что он диктаторский мир, и ничто, собственно говоря, не может сегодня сделать противодействие этих вот великих, скажем, держав, не может сделать, так? Поэтому ему приходится, как говорится, ориентироваться на поле. Вот так я думаю. И потом там сидят эти не исламский мир. Вот они хотят сказать, что это как во времена пророка Мухаммада был там халифат, то был халифат не государства, как они хотят представить. Это было такое морально-нравственное создание, в котором все религии, все люди вместе могли жить и проживать, и друг друга, значит, уважать. А сейчас они это хотят как-то вот все вот это перефразируя, все это надо это знать хорошо, надо знать, нам надо знать, и всем надо знать. И что будет, видно будет. Я не думаю, что они это сделают. Но какие-то движения они сделают для того, чтобы, ну, как видишь, теперь они там решили как бы лиша кинуть Израилю. Вот на основе этого они решили там 5 синагог построить в Дагестане, якобы. Так? Это же не случайно. Или они там решили теперь вот покрытые женщины, хиджабах или там никабах, там, не давать им больше ходить, там, это все такое. Это все так, знаете, такие ходы, которые они делают, которые мы не разберем с вами, потому что мы не знаем внутреннее течение, чем они внутри там между собой говорят. Понимаете? Мы видим, они сидят там, о чем-то говорят. А на самом деле, о чем там они договариваются, и не пришли к заключению, мы тоже видим. Так что мне так кажется, Аслан.
это еще может быть, связано с тем, что они пытаются спровоцировать запрет вот от никаба, там вот эти вещи. Они пытаются ответную реакцию от мусульман с Кавказа получить, чтобы начать репрессии, и, видимо, нужна провокация. Но она им нужна сейчас для чего? Для того, чтобы активно можно было оттуда пушечное мясо забирать на войну. Ну да. Это раз. И во-вторых, потом, чтобы там вот все задавить, поддавить, вот это все вот так для этого. Да? Я не думаю, что там что-то другое может быть. А там уж посмотрим. Подождем еще немножко, увидим, что будет. Посмотрим. В общем, вот Пожалуйста. такая Друзья, Илария, напоминаю, друзья, у нас стрим идет с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете, это единственный представитель единственной легитимной власти чеченского народа. Я призываю вас писать комментарии в чате, я буду их зачитывать. Либо в телеграм-канале вы можете принять непосредственно участие, либо в YouTube чате задать вопрос. Если у нас кто-то в телеграм-канале хочет высказаться, я тут вижу много сегодня людей, Георгий, кто еще, кто хотел бы высказаться, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Поднимите руку, либо включите микрофон. Микрофон, Георгий, ваш включен. Пожалуйста. Добрый вечер, Аслан. Здравствуйте. Уважаемый Аслан, большое спасибо за предоставленную возможность. Вы помните, мы последний раз хотели подключиться к стрим 20 апреля. Это День святой памяти первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Мы были очень огорчены, что из-за технических проблем не смогли подключиться тогда. Но позвольте от имени правительства Республики Грузия и председателя Общественного совета национального возрождения сказать пару слов о памяти президента Джохара Дудаева. Пожалуйста. Если вспомним те годы, генерал Джохар Дудаев с 91 года еще возглавлял общественное движение. После был председателем исполнительного комитета избранного общенационального конгресса чеченского народа. И уже с октября 91 года на президентских выборах с колоссальным набором голосов стал первым президентом республики. Самое главное, что президент Джохар Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия и распустил существующую власть народных депутатов. Несмотря на то, что прошло много лет и признание Ичкерии, кроме Грузии, Исламского Эмирата, еще не продолжилось, было сделано самое главное президентом, что было создано независимое государство и основа для ее дальнейшего признания. Это самое главное и очень внимательно, очень как сказать, ценное, что сделал господин Джохар Дудаев. Мы уже все знаем из вашей, из нашей истории, что за независимость и свободу, за свободу надо бороться, и она не дается даром. Президент Джохар Дудаев пожертвовал собой ради будущей Чеченской Республики. Мы хотим сказать слава президенту Джохару Дудаеву и царство ему небесное. Маленькой паузы, почтить его память. Благодарю. Спасибо. Уважаемые представители Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в зарубежье, уважаемые представители платформы открытого диалога, уважаемые братья-чеченцы, в первую очередь мы снова выражаем вам благодарность за предоставленную возможность участия в вашем платформе открытого диалога. Мы неоднократно будем поддерживать легитимную власть в лице правительства Чеченской Республики Ичкерия.
выражаю уважение и суверенный статус вашей страны, которые опираются на принципы независимости, территориальной целостности, непрерывности границ, невмешательства в внутренние дела наших стран. И подтверждаю свою приверженность к правовой базе, Уставу Объединенных Наций, его целям, Хельсинскому заключительному акту, Парижской хартии Новой Европы, Женевской конвенции и на другие документы совещания по безопасности сотрудничества в Европе. Мы выражаем убеждение, что близость историко-культурных традиций, дружеские связи между нашими народами всегда будут способствовать развитию многосторонних и добрососедских взаимовыгодных отношений. В связи с этим, на фоне глобальных политических и геополитических изменений мира, о которых господин Ахят упоминал, и с предпосылкой, с одной стороны, на единое миновое правительство, единую цифровую валюту, устранение суверенных государств, экспериментальную вакцинацию в 15-минутных городах, а прокси военных действий как в Европе, так и на Ближнем Востоке, с одной стороны, а с другой стороны российской злостной агрессии, которая для наших кавказцев больше 2 столетий уже продолжается и набирает силы. И вызывая катастрофические последствия как с одной, так и с другой стороны, как в политическом, так и в экономическом плане, ущемляя тем самым интересы и развитых стран, и развивающих стран, и малых государств. Мы желаем подчеркнуть, что правовая борьба, война на международном фронте имеют высшую политическую силу и нуждается в прагматично целенаправленном векторе и совместных действий дружеских государств. Вы помните, что обращение манифест от Консультативного координационного совета Грузии и правительства Грузии, которое было направлено правительством дружеских государств мира, их руководителям политических организациям и так далее, и организациям по защите прав свободы, высказывает это видение и значимость обязательных действий в этот сложный период. Мы подчеркиваем, что так как всем видно, что развитие цивилизации вступило в фазу, когда передовые демократические страны совместно пытаются решить эти общечеловеческие проблемы, очевидно, что на этом уровне управления мира по-новому очень важно по-новому определить, предвидеть и управлять событиями. Эти мировые процессы достаточно проблематичны, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но они настолько ускорены и неурегулирование этих противоречий в ближайшем будущем сильно увеличит возможность всеобщей катастрофы. Для нас всех, для грузин, для чеченцев, для народов Кавказа борьба за мир и свободу была и остается одной из главных задач. Так и для прогрессивного мирового сообщества. Однако понимание и реализация гуманности, гражданской толерантности, правовых гарантий граждан должны быть фундаментальной основой государственности, без которых ни одна страна не может состояться как государство. Но одно стремление к этому прогрессивному демократическому переустройству явно недостаточно. Для национально-государственного возрождения страны должно быть подкреплено еще правильным проведением внешней и внутренней политики, вытекающей из наших исторически сложившихся эволюционно восходящего характера. Должно пользоваться всеобщим одобрением как коренного населения государства, так и соседских и свободолюбивых народов мира.
Поэтому, опираясь на знание этой проблемы, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день многие вещи требуют необходимой правовой корректировки. Например, безотлагательный отбор и переоценка духовно-нравственных ценностей, основанных на справедливости и законности. И это является предпосылкой для переподключения к исторической памяти государств и народов, для восстановления этих сожженных мостов и трагически разорванных времени. Как и в Чечне, так и в Грузии, так и в Кавказе. Для выполнения этих задач необходимо в первую очередь провести чистку внутри государства на основе особо правовых законов, так сказать, полную политическую, правовую и нравственную иллюстрацию. Что это значит? Что также в случае необходимости демократические страны, которые наблюдают за нами, могут осуществлять полную правовую политическую иллюстрацию тоже на взаимно выгодном согласии государств и международных организаций, чтобы избежать этих, чтобы избежать дальнейшей катастрофы, мы начали процесс исправления ошибок или неверных решений. Принятых, может, умышленно, а может, неумышленно. Что, само собой, будет способствовать неизбежным процессам согласия, примирения. Не только в Кавказе, но и в цивилизованном мире. Сегодня вот наша борьба за жизнь, за существование, за любовь, за преемственность, за образование требует новой парадигмы, как для народа, так и для государства. И на повестке дня не войны, а доброжелательное поведение, творческое использование потенциала и честное служение обществу. Из вышесказанного, в первую очередь, опираясь на взаимное признание, сотрудничество соседских государств, кавказских государств, с последующим признанием региональных содружеств и всего мирового сообщества. То есть Кавказский дом является не только содружеством соседских государств, но и новым мировым образованием, региональным образованием, важным политическим, экономическим игроком на арене. Для этой цели и для этой генеральной цели наш консультативный совет национального освободительного движения, как и правительство Республики Сейшельский союз национального возложения, предлагают создать желательно с вашей помощью в Европе Кавказский форум. Ну, не онлайн, а лучше с прямым участием всех правовых представителей государств Кавказа. И совместными усилиями в лице кавказского сообщества, защищая свои политические, экономические, общечеловеческие интересы или культурное наследие, создать новый значимый регион на этой геополитической арене. Мы понимаем, что только коллективный союз может способствовать безопасности и развитию региона. И чем больше соседей будут втянуты в эти интересы, тем наше общество может достигнуть желаемых целей. Поэтому просим принять наше предложение на рассмотрение. Мы полный текст предложения вышлем господину Ахьяду Пикову. И большое спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Хорошее предложение, мы об этом подумаем. Так? Пришлите, посмотрим, как это можно сделать. Мы с вами уже подписали несколько деклараций, меморандум подписали, так? Сейчас вот по поводу вот нашей вот этой вашей линии, которая говорит, что должно быть не военным путем, а путем мирным решения проблемы. Этот вопрос, мне кажется, правильно, но на сегодня пока не решится вопрос, скажем, украинско-российских отношений. Дальше в этом направлении пока двигаться нам не удастся. И эту нишу сегодня захватили то, что вы говорите. Захватили так называемые либералы, российские либералы, которые льют воду на мельницу Кремля.
фактически. Но, может быть, не на Путин, мельницу Путина, они хотят убрать Путина, и вместо него прийти, и мы будем такими хорошими, все такое. А линии, которые вы предлагаете, надо подумать об этом, пришлите ваши предложения, посмотрим, посоветуемся. И теперь вот наши вопросы, которые мы здесь ставим. Я с вами согласен. Да. Извините, пожалуйста, я вас перебил. По-моему, я не хотел вас перебить. Мы абсолютно с вами согласны, что это долгий процесс, но чем раньше мы его начнем, тем мы быстрее доберемся до цели. Обязательно. Да, я согласен с вами. Потому что это, я говорю, эту нишу захватили вот эти так называемые либералы. Но надо думать, как это сделать, и что мы можем сделать, что может грузинская сторона сделать, что могут азербайджанцы, ну, скажем, те же армяне, ну, и другие. Надо подумать об этом. Это, конечно, хорошее предложение, и мы с вами потом это отдельно поговорим, конечно. Пришлите. Это все. Спасибо. Спасибо, что вы вышли на связь. Спасибо, Георгий. Спасибо за теплые слова и в адрес Джохара Дудаева, и за очень важный спич и важное выступление. Огромное вам спасибо. Да, верно. Господи, благослови Грузию. Аминь. Аминь. Так, это Тхали наш старый знакомый, поднимает руку, я ему предоставлю слово. Давай. Шамиль, вам слово, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Алейкум. Сегодня хороший стрим, очень поддерживающий, как бы. Слышно меня, да? Да, хорошо. Как бы мне кажется, что если бы чеченцы как бы смогли повлиять на мусульман Америки, чтобы американцы поддержали Трампа и республиканцев, а то они все время поддерживают демократов и живут на пособие, понимаете? И поэтому в Мичигане, например, там, или еще где-то на букву М, там штаты, где много мусульман, и они очень влияют на выбор, понимаете? И получаются эти штаты демократические. А очень бы хотелось, чтобы они как бы не только на халяву приезжали туда, в Америку, понимаете, а еще бы и трудились там. И как бы становились республиканскими штатами, которые сами себя обеспечивают. Вот в чем дело. И если бы вы, например, через соцсети X, и у Трампа есть своя соцсеть, понимаете, вот вы бы свои вот эти вот там, вот они же создали фильм «Евреи», там, когда был этот Холокост, вот 7 октября, вы создаете свой фильм, выложите им и объясните им, к чему вы стремитесь. А тогда Трамп и Маск точно вас поддержат. А если вы еще мусульман Америки пришлете к ним республиканцам в помощь, так вас точно тогда признают. Вот в чем дело. Вот подумайте об этом. Можно так сказать? Рахмат, что выслушали. Спасибо, Галя, Шамиль, спасибо. Я надеюсь, в этом деле, как братья-мусульмане, татары нам тоже будут помогать. Да, хорошее предложение у него, хорошее Хали Галя предложение. Но будем смотреть, как говорится, будем искать ходы, посмотрим, что и как. Пообщайтесь по этому поводу с Гарри Табахом, и он вам точно скажет, что если мусульмане вот поддержат Трампа, я вам точно говорю, что и Ичкерию признает. Вы же знаете, что Израиль с Саудовской Аравией примирил. Понимаете, только ему времени не хватило. Понимаете? То есть это Трамп, это двигатель. Понимаете, он, я же говорю, он корейского этого Ким Чен Ына приструнил. Его никто не может приструнить. Ну как это так? Вы поймите, что он боролся с терроризмом, при нем войн не было. Так что я думаю, что нужно ему помочь, и он вас точно признает. Если наша помощь ему помогла, было бы здорово. Если он нас признает, я буду самым главным трампистом. Если наша помощь ему помогла. У меня надежда только на него, и, как говорится, сам бы пошел к нему в охране.
Ясно. Ну, надеюсь, Ну, вам за это не дадут Роман, сейчас 17 лет в России, Шамиль. я буду тебя цитировать. Ну, Я живу общайтесь сам по с себе нами. свои мысли, так что всё страшно, Ясно. Ну, дай Бог, если дай даже Бог. привлек. Ну все, счастливо. Спасибо за ваше предложение. До свидания. Так, друзья, если есть еще вопросы, пожелания, комментарии, пожалуйста, у вас есть возможность такая, у вас есть такая уникальная возможность. Ну, если нет, уже почти 2 часа мы говорим, Аслан. На этой ноте можно и закончить сегодняшний стрим. Да, на приятной ноте. Да, сегодня, кстати, очень хороший получился стрим. Да, Впрочем, как обычно. да. Ну, активно было сегодня. Давайте Это, закончим, Аят. Спасибо. Я тогда поблагодарю всех, кто принимал участие, говорил, выступал, писал, смотрел. Всех, друзья, я вас благодарю. Приходите снова, и мы каждый вторник и субботу проводим на платформе открытого диалога стримы на нашем канале и в телеграм-канале. Всего самого хорошего. На этом я заканчиваю. Спасибо всем. До свидания. Аят, вам слово, и я закрываю. До свидания всем, кто принял участие, говорил свое мнение открыто и очень полезно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Adikör Maşoy. Давайте заканчиваем.